Здравствуйте, друзья! Сегодня мы расскажем вам о нескольких счастливых историях о наших спасенышах, которые обрели дом, семью. Им повезло, и в этом мы с вами причастны. Сначала о девочке Нюре, спасенной в Новый год, Дикуше, за которую так все переживали. Мы не раз о ней рассказывали. И вот недавний привет об успехах в воспитании, социализации этой девочки. Нелегко и непросто ей далось поверить человеку, но семья Натальи из Великого Новгорода смогла. Великое терпение научили за несколько месяцев справлять и туалет на улице, и не бояться людей. Спасибо, Наталья, будьте счастливы, и пусть наша девочка проживет долгую, счастливую жизнь. Привет из Великого Новгорода. Это вот бывшая ваша подопечная, если вы узнаете ее. Вот такие мы теперь стали. Мы выросли, да, девочка моя, мы выросли. Мы хорошо адаптировались, мы гуляем без поводка, мы очень послушные, мы очень игривые. Да, все, пойдем, пошли. Далеко мы не убегаем, не забегаем. С собаками стали общаться. Мы очень любим кататься, валяться. Это наше любимое место около дома. Вся трава смята. Мы очень послушные. Более-менее мы адаптировались. Есть еще, конечно, такое, что боимся людей. Но уже не до такой степени. Интерес есть, уже подходит и понюхает. Рядышком посидит, лапку даст. В холке где-то мы выросли 73 она сейчас. То есть мы довольно-таки крупные. Лошадка большая. Так что мы молодцы. Все, иди сидеть. Хорошо. Сразу лежать. Да ты у меня умничка, да. Да, я хотела, чтобы ты мне лапку дала, а ты решила сразу и лечь, да? Да никто не идет. Это у нас так вот команды мы выучили, чтобы люди не боялись о нас, и мы не переживали. Вот. Азы мы знаем. Потихонечку учимся всему. Девчушка Санта с виду неприметная, но настолько жалкая, гладкошерстная, бегала в ППЖ на цепи у своей будки и замерзала. Ее заприметила и очень просила спасти наша подписчица Марина. Она же вместе с другими подписчиками и стали ее финкураторами. И в итоге девчушка по прошествии 7 месяцев уехала в Эстонию, где она нашла свою семью. Девочку любят, балуют, заботятся. Повезло малышке, вытащила счастливый билет. Пусть проживет долгую, счастливую жизнь без воспоминаний о жутком прошлом. В разгар Нового года, напомню, когда их буйно отстреливали и давали 1500 рублей за каждую голову, бегала маленькая рыжая собачка, замерзая и чудом приткнувшаяся к пекарне, откуда веяло теплом и едой. Держать ее там было нельзя. Я увидела объявление, что надо срочно забрать, или утром за дверь, где бегают мужики с ружьями и удавками. Послала срочно гонца в ночи. Забрали. А через неделю они с другой спасенной собачкой-мышкой прилетели в Москву. И вот
только теперь нашей малышке, а назвали мы ее Сильва, нашли семью, где она также счастлива и сама не верит своему счастью, ведь в ее жизни ничего подобного не было. Снова о мышке. Теперь она Мишель. Ранее мы о ней рассказывали, а теперь новый привет от ее путешествий. Замерзала она в Новый год под кустом, если вы помните, когда везде отстреливали ей подобных. И ведь чудо ее спасло. Я откликнулась на кураторство, увидев ее мутный силуэт в сугробе, и тогда ее забрали. А через неделю она прилетела в Москву. Забрала ее на временную передержку Ирина, наша подписчица. Она же ее и встречала в порту. А получилось, что забрала навсегда. Прониклась, полюбили малышку в семье. Какие же они верные, эти собаки. Когда Ирина уезжает надолго в командировку или отпуск, то Мишель так стрессует, что на 2 недели отказывается от еды. На этот раз не смогли видеть ее страдания по любимой хозяйке. Пришлось везти малышку следом в отпуск в Черногорию к морю. Дорога была нелегкой, с препятствиями через разные страны и таможни. Они добирались 6 суток, чтобы встреча преданного песика со своей хозяйкой состоялась. И далее отпуск протекал вместе. Вот такие у нас собаки, которых убивают. И вот такие у нас бывают люди. Радуемся со слезами на глазах, что еще одной малышке повезло оказаться в надежных любящих руках. Девчушка ходит к морю, в горы, все счастливы, все вместе. Что, Мишель, сегодня видишь, какое море? Ну-ка давай, где палочка? Смотри. Ну вот, сегодня не погода, дождик, но вот мои хорошие стоят. Девчушка Хлоя в Якутске была милой, прошла все тяготы якутские, и роды на морозе, и смерть своих щенков, и застенки ППЖ. И не сразу мне ее отдавали из ППЖ. Типа, может, лучше в Якутске бегать по программе ОСВВ. Но вот теперь Хлоя, теперь она Нала обрела семью. Она много гуляет, о ней заботятся, она счастлива, живет в любви и не вспоминает город Якутск.
Мальчишку Тедди забирали из ППЖ только потому, что днем ранее выводили из вольера сокамерника, а он так грустно смотрел ему вслед, и это бросилось в глаза. Не смогла пройти мимо. Попросила поехать и быстрее забрать его тоже. Этот плюшевый медвежонок тоже был спасен. А теперь он в семье, и он счастлив. Когда-то в мороз под 60 градусов замерзало все живое. Умные собаки просились к доброму человеку хоть на порог, только не выкидывай. Собаки чувствуют доброго. Вот к такой доброй Наталье, околевая, попросились две собаки – Белка и Балта. Они умоляли своими глазами, покрытые инеем. А зайдя в тепло, где и без того много своих животных и негде ноге ступить, они упали и проспали всю ночь. На следующий вечер все повторилось. Бросалось в глаза их ум, благодарность, кроткость, а потом и вовсе было жалко выпроваживать их в никуда, на погибель, в мороз. И Наташа обратилась ко мне. Не смогу ли забрать этих умных, необыкновенных собак? Конечно, забрала. На пристройство в хорошие руки ушло 1,5 года. Но зато девочка счастлива. А Наташа пересматривает эти фото, видео со слезами на глазах и тоже счастлива, вспоминая, как это все было. Друзья, ситуация со спасенными становится очень напряженная. Спасать и пристраивать стало все сложнее. Но отступать нам нельзя, мы в ответе за них. И эти собачули – это результат нашего с вами совместного участия в деле спасения. Если бы не мы, то не было бы и их. Пожалуйста, помогайте хвостикам и на корм, и на содержание, и на пристройство. На все нужны деньги. Без вас им не выжить.